Это колесо с размеренным движением можно принять за символ времени, которое не остановить. И это, конечно же, хорошо отрегулируемый механизм, который, если запущен, то должен работать без осечек. Условно, на кнопку старта празднования юбилея нажали 5 лет назад, и ничто не должно было помешать. Республика не раз показывала, праздновать мы умеем не только красиво, но и с пользой. Но сейчас с высоты обзора событий, можно сказать, проложенную траекторию приходилось корректировать, исходя из налетевших как буря и почти непредсказуемых условий. Декабрь прошлого года. Настроение большого праздника и обещающих надежд. На сцене почетные граждане, артисты, дети, хор, который еле вмещает сцены, исполняет без булдарабы, споет и зал. Тогда казалось, весь юбилейный год республика проведет в лучах софитов. Но это был первый и, как оказалось впоследствии, единственный за последние более чем полгода столь торжественный и масштабный концерт в привычном нам формате. Да здравствует Татарская Республика! И совсем скоро так тщательно разработанные планы придется менять. Действующие лица наденут маски, мероприятия уйдут в онлайн. А пока первые награды юбилейного года. Медаль «Столетия ТАССР» в статусе государственной награды Республики Татарстан вручается за весомый вклад в развитие республики во всех сферах жизни общества. И медаль под номером 1 у первого президента Татарстана Минтимира Шаймиева. Среди награжденных почетные граждане республики, ветераны Великой Отечественной войны. На медали в кругу изображена карта очертания границ нашей республики в лучах солнца, восходящего солнца. Это тоже очень важно отметить. Ну и в целом золотой цвет – это один из атрибутов тюркской культуры. Солнечные лучи, они связаны с богатством, плодородием, процветанием, мощной энергией и движением вперед. И это очень важно. Все это присуще нашей республике. Когда главное не имя, а время рождения, Булат появился на первой минуте юбилейного года и получил, вернее, его родители, памятный знак 100 лет образования ТАССР. Так же, как и первая в республике тройня из набережных Челнов и каждый 100-й рожденный малыш в каждом районе республики. Знаки вручали и молодоженам. Первой стала пара из набережных Челнов. Я думаю, это будет хорошей семейной реликвией. Лет через 30, 40, 50 будете показывать и рассказывать, что происходило 1 января 14 часов в 2020 году. Знак не является государственной наградой, но, конечно, очень скоро станет редкостью и, совершенно очевидно, гордостью владельца. Его вручают за особые достижения. Всего выпущено 10 тысяч экземпляров. Друг также подарил мне шарф. Коллекционные шарфы, шапки и даже тапочки. Информационный знак 100 лет. ТАССР к началу лета появился и на продуктах от хлеба до мороженого и стал своеобразным знаком качества. Флаг с символикой столетия отправили в путешествие по стране. Свои эмблемы, нашивки на него прикрепили 68 регионов Российской Федерации, где зарегистрированы татарские национально-культурные объединения. Успели до изоляции. Юбилей шагнул на другую сторону земли. В цвета татарстанского флага был рассвечен Ниагарский водопад по инициативе татарской диаспоры. И самое высокое здание в мире, дубайский Бурдж-Халифа, чуть позже в обход воздушных гаваней и сухопутных границ флаг отправился в кругосветку на яхте. В районах республики флаг юбилея встречали на полях, хлеборобы собирали первый урожай и традиционным чак-чаком. Основные мероприятия оказались запланированы на май, июнь и август, но настало другое время изоляции и ограничений. Запланированные мероприятия, которые прошли бы в юбилейный год, стали переносить на неопределенный срок, а то и вовсе отменять. Так волна пандемии смыла традиционный Нуриевский фестиваль, фестиваль мусульманского кино и конкурс поп-исполнителей «Новую волну». Главные народные праздники, включая Сабантуй, ушли в интернет-пространство. Архивариусам в будущем легко будет датировать время съемок. Маски стали главной внешней приметой времени. В мае в оборот запущена почтовая марка. Тираж 250 тысяч экземпляров, и купить ее можно на почте. И уникальную монету Банка России, посвященную юбилею республики, номинал 3 рубля. И таких будет только 3000. С даты принятия декрета об образовании татарской АССР республика принимала поздравления со всех концов мира и от всей страны. Без татар
никакой бы России, как ее мы знаем, и весь мир тоже, не было бы точно. Самому юбилею указом президента страны был присвоен федеральный статус. Татарстан у нас действительно по основным показателям является лидером среди всех субъектов федерации. И это так и есть. На временном экваторе юбилейного года оргкомитет подвел итоги. Все, что было запланировано, выполнено и даже перевыполнено. Ведь юбилей – это не только праздник, но и большая работа в прямом смысле, которая не останавливалась ни на один день. Несмотря ни на какие экономические трудности, конечно, Татарстан сегодня выполняет все национальные проекты. И мы видим, что все работает, люди все настроены, несмотря ни на какие коронавирусные и там эти истории. Все идет нормально, все идет даже, я бы сказал, с опережением графика. Во всяком случае, говорю про ту работу, которая касается непосредственно меня. Это и жилье, и дороги, и благоустройство. Стройплощадки стали главным местом приема официальных гостей, а также цеха заводов, офисы и производственные линии IT-компаний. Благоустройство городов, строительство, сдача социально значимых объектов, отдельный блок проведения векового юбилея республики, парки, скверы, дома культуры, новые школы, детские сады, бассейны, детские оздоровительные лагеря во всех районах Татарстана. Конечно, все это, наверное, бы появилось, но не в таком количестве, не таким рывком. И это главное наследие векового юбилея республики, которое останется с нами надолго. Но все же большое во всех смыслах событие состоялось накануне Дня Республики. Первое заседание Национального совета Милләт-Жиыны или Национальное собрание. Около 500 делегатов из 67 регионов России и других стран. Это учителя и артисты, политики, военные. Те, кто не смог приехать в Казань, были в зале в режиме онлайн. Ona qaramasdan, mana siz o'zimizning millatimiz uchun jonimizni, tanamizni berib, narsa ishlab bular nishlari kerak. Mana birinchi chaqiruvga kelib yetasiz. Biz borganda bizni qarshi olasiz. Shunga ko'ra, mana shunday millatdoshlar bo'lganda bizning millatimiz, dinimiz, urf-odatlarimiz yo'qolmayacak. Sizga bek zo'r rahmat. Главный вопрос – принятие стратегии развития татарского народа, вместе с ним основные направления по сохранению национальной культуры, традиций и, самое главное, языка. Делегатами съезда стратегия, предложенная президентом, была принята 29 августа, в год столетия ТССР. А это значит, что будет открыта еще одна страница в истории республики. Татьяна Тимошенко, Андрей Ключников, 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.